В наш цифровой век информационная безопасность любой страны играет огромную роль. Республика Абхазия, как суверенное независимое государство, нуждается в защите своей информационной составляющей. Одной из тем дискуссий стало распространение в интернете фейковых новостей и вбросов от анонимных пользователей. Чаще всего это дезинформация, которую трудно отличить от правды. Ее целью является распространение слухов, создание напряженности и недоверия, а самое главное – контроль над общественным мнением. Несомненно, что есть положительные факторы в том, что так распространяется молниеносная информация. В то же время вот эти фейковые новости, эти вбросы, они, конечно, здесь наше маленькое общество сталкивают и порождают разные конфликты. Нужно думать о том, как ограничить общество от таких нежелательных вбросов фейковых, как все-таки вот эту систему сделать такой, чтобы она приносила только пользу. Как известно, Грузия активно использует против Абхазии информационные ресурсы. По мнению журналиста Руслана Хашек, противостоять дезинформации можно только правдой. Мы можем очень много говорить и перечислять то, как работают в Грузии, как используют все имеющиеся ресурсы, как используют европейские гранты, чтобы информационно влиять на ситуацию в Абхазии. Но мы можем, я считаю, что мы в первую очередь должны говорить о том, что они делают, что мы делаем, имея определенные реальные проекты. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин затронул тему российско-абхазских отношений в контексте информационной безопасности. По его словам, основная угроза исходит из Грузии и поддерживающих ее западных покровителей. Грузины постоянно говорят, что именно Россия препятствует воссоединению Абхазии с Грузией. Но при этом они не спрашивают, а хочет ли Абхазия и абхазский народ этого воссоединения. Более того, с грузинской точки зрения, оказывается, именно Россия поссорила Абхазию и Грузию в начале 90-х годов, спровоцировав конфликт между ними. Я считаю, что, продвигая эти тезисы, Тбилиси, во-первых, пытается вбить клин между Абхазией и Россией, а во-вторых, замалчивает свою неблаговидную роль в разжигании одновременно двух вооруженных военных конфликтов на Кавказе. Посол также подчеркнул необходимость разработки совместной политики информационного противостояния Грузии. Еще одной темой, которую затронул Алексей Двинянин, стала анонимность в сети интернет. Спустя буквально месяц-два после своего постоянного пребывания на территории вашей гостеприимной республики прекратил пользоваться соцсетями. Почему? Потому что в исключительных случаях, которые я мог пересчитать по пальцам, я конкретно знал людей, которые стоят за тем или иным аккаунтом сети. Все остальные были анонимы. Но зачем мне общаться с анонимами, либо читать анонимов? Я считаю, что это просто грязь, и читать такие вещи, вот лично российским дипломатам я запретил. Я прошу прощения. Если кому-то нравится, естественно, это свобода слова, пожалуйста. Но я считаю, это неприемлемо лично. Это моя личная позиция. Все участники дискуссии выразили свою точку зрения по обсуждаемым темам. В частности, было отмечено, что очень важно привлекать в медиапространство молодежь, оснащать абхазские СМИ современными технологиями, чтобы вывести их на международный уровень. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.